Симферополе состоялось открытие Курултая мусульман Крыма. Форум собрал более 600 участников. Это религиозные служители из регионов Крыма, главы религиозных общин, представители общественных организаций, почетные гости. Участникам съезда показали фильм о достижениях последних 4 лет, за которые был принят указ о реабилитации депортированных народов. Крымско-татарский язык стал государственным. Началось строительство соборной мечети, которую обещали больше 20 лет. А также детских садов, школ, спортивных залов, дорог в местах компактного проживания. Двери мечетей стали открываться одна за другой. Знаменательным событием для всей республики стало возведение религиозного комплекса Сейд-Ситтар. На повестке дня обсудить важные процессы, которые происходили за последние 4 года в мусульманском и крымско-татарском обществе, а по итогу принять решение, как развиваться дальше. Внеочередной Курултай мусульман Крыма принял обращение к крымско-татарскому народу и крымчанам, в котором призвал принять участие в выборах президента России 18 марта. Участники были единогласны во мнении и решили, что поддержка выборов президента – это важный и правильный шаг для народа. На протяжении 20 лет в Крыму велась политика противопоставления различных национальностей друг другу. Сегодня диалог между представителями всех национальностей и власти на совершенно другом и новом качественном уровне. Мы этому рады. Мы хотим развивать это и приумножать. Все это благодаря республиканским властям и мудрой политике президента России. А вот перед началом съезда крымско-татарская молодежь также выразила свое мнение. Они призвали обратить внимание Курултая на настроение в крымско-татарском обществе. Организовали своеобразный флешмоб. При входе установили арку, где на 3 языках написано «Путин вперед!», а также раздавали всем футболки с портретом президента России и надписью «Путин Алга». Уверен, что это символ признания за строительство соборной мечети и тех преобразований, которые сегодня происходят в республике. То невиданное развитие экономики, которое претерпевает сегодня Республика Крым после 25-летней спячки, это голос молодежи, которые сегодня просят обратить внимание съезд мусульман Крыма. Кроме этого, делегаты Курултая приняли решение начать процедуру взыскания ущерба с Германией за годы войны, нанесенного Крыму немецко-фашистскими оккупантами. Это самый больной вопрос не только для крымских татар, но и для всех крымчан. В годы войны жестоко было сожжено и стерто с лица земли более сотни крымско-татарских деревень. Участники твердо убеждены в моральном и юридическом праве вернуться к вопросу репарации. За этот вопрос на съезде проголосовало абсолютное большинство участников. На сегодняшнем съезде принимается решение о истребовании репараций с правительства Германии за потери, которые понесли в период немецко-фашистской оккупации. Естественно, это будет не только голос крымско-татарского народа. Сегодня съезд, уверен, поддержит решение съезда и все крымчане. Съезд принял участников из разных уголков Крыма. Талят Шарфетдинов проделал долгий путь из Керчи, чтобы выразить свое мнение и принять вместе с народом важное решение. На примере идеологии легендарного крымско-татарского деятеля Нумана Челебиджихана он хотел бы, чтобы все народы были едины и сплоченны. Я за то, чтобы все мы жили в мире, согласии, строили будущее для своих детей, внуков. Все делается для того, чтобы Крым процветал. На выборы надо идти, потому что мы сейчас все под одной конституцией. На будущее мы будем фигурировать как полноценная нация, если мы пойдем на выборы. Глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал участников форума мусульман Крыма следовать заветам крымско-татарского просветителя, издателя и политика Исмаила Гаспринского. Об этом говорится в официальном приветствии главы участникам и гостям съезда мусульман Крыма. К мнению главы присоединился и вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс. По всей линии съезда прозвучала мысль толерантность, мысль, что мы единый народ здесь, в Крыму, мы вместе. Это уже очень важная составляющая, что духовный лидер крымско-татарского народа, человек, который очень много внес позитивного с тем, чтобы был мир, чтобы была толерантность, чтобы вместе жили. Я думаю, что это большое событие в жизни Крыма. Это первый съезд мусульман Крыма после присоединения к России. По итогу съезда принята резолюция. Теперь, по словам авторов документа, настало время думать о будущем, развитии родного края и своего народа. Сегодня полуостров стоит в преддверии первых главных выборов страны. Крымчане впервые пойдут на выборы президента России 18 марта 2018 года. Крымские татары не остаются в стороне. Асан Абивлаев, Эрвин Амиралиев, телеканал Милет.